Когда-то в каждом крымско-татарском доме стоял вот такой сундук. Ну, не конкретно такой, а некий деревянный ящик, который закрывался на ключ, и в котором жители, люди хранили все то ценное, что накопили за свою жизнь. То, что планировалось передать от мамы к дочке, от бабушки к внучке. И эта цепь веками шла неразрывно. Я даже не знаю, в каком доме такого сундука не было. Они были везде, абсолютно. Это такой центр насмешек, центр достояния, центр желания. Этот сундук всегда был на самом главном месте в доме. Делались вот такие обычные сундуки деревянные, красились, украшались всякими орнаментами, узорами. Этот сундук какими-то металлическими вставками сделан. В таком виде нам его отдали. Но об этом чуть позже. Когда в Крыму свирепствовали коммунисты, когда в Крыму началось раскулачивание, первый такой звоночек, когда людей грабили, приходил один офицер и два солдата. Такой сундук ставился в центре дома. В него складывали все ценное, то, что есть в доме. И все это дело уносилось. Ну, наверное, как вещь доказательства. Эта схема была отработана. Потому что не было такого дома, в котором бы не было сундука. Поэтому все шло по протоколу. Прийти, найти сундук, поставить в центр, в него сгрести все ценное и увезти в неизвестном направлении. Нам позвонил наш подписчик и спросил, сможем ли мы сохранить довольно-таки ценную старую вещь. Позже я узнал, что это сундук, на что я, насколько я могу, утвердительно ответил, что да. Мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить эту вещь. Вот такие два сундука, которые доверили нам, будут храниться в нашей студии. Я надеюсь, что они найдут почетное место в нашей студии, в нашем внимании. И вы знаете, вот эти вот ящики видели очень многое, повидали очень многое. Они были свидетелями радости, горя. По сути, они хранители того Крыма, который мы знаем с рассказов наших стариков. Этот сундук был одного жителя по фамилии Бей. Ну, Бей – это был Лагап, да, то есть богатый человек. И по рассказам одного человека, этот сундук был доверху набит сокровищами, ценными предметами, золотом и так далее. Человек жил в хорошем Бахчисарайском районе, это Бахчисарайский сундук, в хорошем месте жил и был очень богатым человеком. Наверное, когда он складывал в него свои богатства, он думал, что когда-то, в будущем, придет время, когда его сыновья, его правнуки, его праправнуки будут передавать семейные реликвии из рук в руки. Но история распределилась по-своему, и этот сундук сегодня имеет вот такой плачевный вид. Видно, что его взламывали, он зияющая дырка. Замка нет. Скорее всего, это было
первый и последний его взлом. В таком виде он дошел до нашего времени. Он, кстати, находился в том же доме, где и был изначально. Вот такая вот удивительная вещь, что хозяева выселили, новые хозяева его использовали так или иначе, по каким-то своим целям. И он в этом доме был до последнего. Вот до вчерашнего момента, когда нам его передали. Это на самом деле удивительная история. То есть этот сундук видел еще и новейшую историю Крыма. Сегодня он часть нашей культуры, часть нашего мира. Я вообще пытаюсь понять, какая ценность этих вещей для нас. Поколение новое, поколение современное, поколение интернета, какого-то интернационала, общих каких-то целей, какой-то Земли, люди Земли. Перед нами стоит космос открытый. Мы все смотрим в него, заглядываем. Какое место занимает вот это вот старое дерево, покрашенное половой краской, чудом уцелевший, чудом сохранившийся какой-то ящик? Вы знаете, он играет большую роль. Такие вещи, они соединяют нас с прошлым, и мы чувствуем эту связь с родным местом, с родным домом. Потому что для взрослого человека очень важно знать, где его дом. Это, может быть, звучит очень банально, очень просто, и, возможно, не всем доступно, но взрослому человеку во взрослой жизни очень важно знать, где его дом. Точно так же, как и ребенку. По сути, мы всегда остаемся детьми. Просто в какой-то момент нам приписывают новые роли, и мы должны им соответствовать. И вот это понимание, кто я, где мой дом, кто мои предки, они держат нас на уровне понимания себя, на уровне внутреннего какого-то равновесия. Если у вас есть такие вещи, храните их бережно, передавайте их своим потомкам, своим внукам, рассказывайте про эти вещи. Потому что мы новому поколению должны дать не только участки, не только квартиры, не только дома, не только образование. Мы должны им дать понимание, кто они такие. Откуда они пришли и куда они идут. Silence.